ООН, мировые цены на продукты снижаются 10 месяцев подряд. Опубликован очередной счет продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Цены на продукты питания на планете Земля продолжили снижаться 10-й месяц подряд. И в январе 2023 года индекс продовольственных цен составил 131,2 пункта, что на 0,8% ниже его декабрьского уровня, сообщает «Голос народа» со ссылкой на релиз продовольственной и сельскохозяйственной организации. По данным Организации Объединенных Наций, январское удешевление продуктов питания обусловлено сокращением значения индексов цен на растительное масло, молочную продукцию, сахар на фоне относительно стабильных цен на зерновые и мясо. В частности, мировые цены на сливочное масло снижаются уже 7-й месяц подряд. Падают мировые цены на подсолнечное, рапсовое, пальмовое и соевое масло. На планете также снижаются цены на мясо птицы, говядину и свинину. Кроме того, в мире подешевел сахар, что объясняют хорошим урожаем в Таиланде и благоприятными для развития посевов сахарного тростника погодными условиями, установившимися в ключевых районах выращивания этой культуры в Бразилии. В планетарном разрезе цены на продовольствие снижаются, но в Казахстане все не так. Люди покупают продукты в долг или в рассрочку. Официально признанная инфляция в декабре 2022 в годовом исчислении составила 20,3%. Цены на продовольственные товары повысились на более чем 25%. По сравнению с декабрем 2021 года к декабрю 2022 года сахар-рафинад подорожал почти на 93%. А у меня обращение к народу Казахстана, который ждет перемен, сидя на диване, и при этом не выходит на митинги и продолжает влачить бедное существование. Цены на продукты и жилье продолжают расти, и с месяца в месяц, и из года в год права и свободы граждан с каждым месяцем ограничиваются все больше и больше. Если не сменить власть, уровень жизни казахов упадет до состояния раб. Казахи, не спите. Время действовать.